Добрый день. Не знаю, как загрузит. Что-то так оно косо стоит. Не знаю, как загрузит это видео. У меня, в общем, большие сложности с VPN, очень большие, поэтому, ну, не знаю, пока держимся, пока есть возможность, что будет дальше, неизвестно. Я хотела поговорить на такую острую тему, и я вот полдня, наверное, размышляю о том, стоит ли говорить об этом или нет, потому что это тема, знаете, из серии, вот я уже как-то приводила пример, когда в школе по полкласса прогуляла, а полкласса сидит в школе, в классе. Вот. И приходит учительница и начинает ругать и высказывать свое недовольство тем, которые сидят. И им стыдно. А те, которые прогуляли, они не стыдно, они вот остались там и гулять, и вот этот первый порыв учительницы, он уже вылился на тех, которые есть. И вот я боюсь, что вот этой темой о том, как родным научиться говорить нет и не пускать их в свою жизнь, воспримут именно те, которые и сейчас обижают своих родных, не пуская их в свою жизнь и говоря все время нет. А я хотела бы поговорить с теми, кто вот старается быть хорошим, старается вот для семьи, иногда даже в ущерб себе, старается вот дать, старается уберечь, старается наградить другого человека близкого. И еще раз в ущерб себе. Вот. И вот такая двоякая история, что я не знаю, стоит ли или не стоит. Но потом решила, что стоит. Возможно, я тем, которые вот себя вот ведут, игнорируя все родственные связи, родственные обязанности и вообще вот родственную любовь, им, по идее, это все равно, но, может, я достучусь до тех, которые вот жертвуют собой во благо семьи, жертвуют своей жизнью. Как, кстати, говорит, жизни по локоть ни у кого нету линии жизни, поэтому у всех жизнь одна единственная, и ее надо беречь и ценить. И хочу сказать, что это очень ценно, когда чувство локтя, когда чувство семьи у тебя есть. Иногда бывает, я понимаю, иногда бывает, что чувство семьи тебе дают люди, которые кровно с тобой не связаны, и очень обижают те, которые кровно связаны. Бывает и так. Но вот моё, моя сегодняшняя говорилка направлена к тем, которые вот э, говорят «да», а потом чувствуют себя, ну, использованными, можно сказать, как-то так. Потому что им начинают говорить: "Как же тебе не стыдно? У тебя ни стыда, ни совести". И вот это такая, кнопка, на которую там давят, и такой крючок, на который тебя прицепили и дергают. И ты фильм есть, м, "Влюблен по собственному желанию". Старый фильм, для многих, ну, хорошие артисты играют, хороший фильм по смыслу. И вот, ну, там, начинается с того, что вот девочка так, старалась быть хорошей, так старалась, никого не обидеть, пойти навстречу, войти в положение, но ее там судьба вознаграждает. Не уверена в вознаграждении этого всего, но вот тот момент, когда она вот так вот старалась и приходят там люди: "Я там от того-то, выручи меня, пожалуйста". И когда говорят "нет" или вот там "я не могу", прям такое обида, потому что ты на этого человека рассчитывал, ты им пользовался и считал, что это так оно и есть. А в какой-то момент, когда этот человек говорит, что мне что-то нужно или там я не могу, происходит такая обида, как это так, на меня твои там проблемы не надо вешать, у меня своих полно, а тут еще ты. И вот очень часто так бывает. И вот на вот эту кнопку "Как же тебе не стыдно?" Ты там не хочешь
дать ключи от квартиры, да, образно говоря. Ну, вот такие какие-то события. Или вот у тебя 2 дня выходных, ты не можешь приехать это сделать мне, или там еще что-то. Ну, давить на кнопку можно тогда, когда у тебя эта кнопка есть. И, конечно, это, м, ну, как сказать, это детская такая позиция. Если я буду всем угождать, если я буду всем стараться, если я буду всем говорить да, если буду вот делать, меня просят, я буду делать, и меня за это будут любить, холить или лелеять, то вот не будет. Подростки, детки, малыши, они им это хорошо проходят. Им такой послушный мальчик, да, на тебе конфетку, там послушный, послушный, потом послушный мальчик начинает вырастать, начинает чувствовать, что он прям половину не хочет делать из того, что ему предлагают делать, начинают говорить нет, ему начинают там а, ай-яй-яй, звездюлей выписывать. Вот в какой-то момент он понимает и начинает лавировать между этим. Кто-то учится очень хорошо в этот момент, когда на него давят, а он не хочет делать, а потом понимает, что он и не будет это делать. Но если он скажет нет, на него будут давить еще сильнее, поэтому он говорит да и начинает там всякие отмазки, ну, в общем, изобретать и, в общем, начинает обманывать, начинает делать как попало, чтобы не не делать этого. Понимаете, вот мы как взрослые должны это видеть, что если человек вот так себя ведет, то явно он не хочет это делать и не собирается это делать. Поэтому любое давление, любое там э, давление приведет к тому, что вы с этим человеком будете расходиться все дальше. Так, это не касается работы, это касается межличностных отношений в одной семье. Дети вырастают, подрастают, начинают это все понимать и начинают говорить да, и может быть иногда что-то делать с расчетом на то, что они вырастут и уйдут. Или там во взрослом состоянии в ужасном варианте заводят параллельные жизни себе или там еще всяко разно. Не получается хорошо, не получается тогда, когда два условия не соблюдаются. Когда надевают маску сначала в самолете на ребенка, а потом на себя, и в результате ни один не выживает, потому что когда никто ни за кем не уследит. И тогда, когда мнение окружающих и заботы об окружающих ставят в ущерб твои личные интересы, межличностные интересы самым близким человеком, который рядом с вами. Понимаете, если ваша жена страдает от того, что каждый выходной вы ездите помогать маме, то вот это страдает ваша жена, ваша семья. Маме нужно помогать? Нужно. Ну, может быть, можно помогать другими методами, оплатить какого-то работника. Да, я говорю непопулярные вещи, я говорю не такие вещи, которые мамы моего возраста где-то воспримут как прям минус. Но это так, в Библии написано, и прилепится к человеку к жене своей. Вот нужно переходить этот момент, нужно отпускать родителям отпускать детей. Вот очень много сейчас такого, вот девочка рассказывает, что родители садят там большой огород и обижается, что она не приезжает садить там и копать и так далее, мы же вам даем, а она, да вообще все об этом говорят, что нам это не надо. Ну, не надо, родители говорят. Ну, как это? Мы же для вас стараемся, мы для вас живем. Вот живите для себя. Любите себя, цените себя. Не привлекайте других людей, только в самых крайних случаях. Не привлекайте их, чтобы не услышать «нет». И в то же время за каждое «да» нужно очень сильно благодарить и понимать, что это «да». И когда говоришь там «нет» тем же родителям, да, или там или мужу, которые говорят, вот
ты должна мне приготовить, один там дядечка говорит, вот моя мама каждые выходные делала, пекла пироги, лепила пельмени, и это было, в общем, там праздник, и, ну, вот она стояла возле печки и, в общем, все старалась. Вполне жена может сказать: "Нет, я не буду это делать". Если тебе хочется этих пирогов и этих вареников, то их можно или купить, или заказать, или делай сам. Иногда вот такое, давление, вот такое, ну, тоже, попытка держать под контролем. Нужно тут понимать, что когда говорить "да", когда говорить "нет", когда тебе это в радость, но у тебя куча других забот, куча других хлопот. Можно сказать: "Ой, да я с удовольствием налеплю этих там вареников и пельменей, только ты, пожалуйста, сходи в магазин, помой полы, и там покупай детей, а я займусь вот кухней". И ты мне, я тебе. Ну, в общем, не знаю. Я высказала свое мнение на фоне того, что я вот пообщалась на этой неделе с другими людьми. И, в общем, решила, что я должна это все сказать. Я котику сделала прививку, и как-то он такой вялый стал. Ну, не знаю даже. А я собралась завтра поехать еще на море на 3 дня, на 3-4 дня. И не знаю, стоит или не стоит. Вот смотрю на него. Гулять с удовольствием, кушать не очень. И вот какой-то он лежит, и я, в общем, наблюдаю. Не знаю, что я решу. Не знаю, когда выйдет это видео в эфир. Ну, как-то так. В общем, как всегда, пожалуйста, берегите себя. Берегите и тело, и душу. Живите легко. Пока.